Добрый вечер, друзья. Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. В составе сборной России ингушские бойцы выступят на чемпионате мира по смешанным единоборствам, который стартовал в Ханты-Мансийске сегодня. Соревнования продлятся до 25 ноября. Адам Хамхой в весовой категории 52 кг, Абдулмалик Сириев 56,5 кг, Юсуп Халхой в 65,5 кг и Аслан Хазботов в весе плюс 120 кг представят Ингушетию на чемпионате. Ингушский тяжелоатлет Алихан Плиев стал чемпионом Кубка России. Накануне в Туле завершился 27-й Кубок России по тяжелой атлетике среди спортсменов старших возрастных групп. В соревнованиях приняли участие 190 спортсменов из регионов страны. В результате упорной борьбы Алихан завоевал золото в весовой категории до 67 кг. Его результат по сумме двух упражнений составил 149 кг. На открытом межрегиональном турнире ингушские дзюдоисты завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали. Турнир проходил в Кабардино-Балкарии с 16 по 18 ноября. Золотыми призерами стали Алисан Костоев, Осман Албагачиев, Абдулла Богатырев, Халид Цычоев, Ахмед и Али Гамурзиевы. Второе место заняли Ибрагим Исмурзиев, Халид Гойгов, Рахим Целоев, Али Чаджоев и Муслим Баркинхоев. Бронзовые медали получили Руслан Гамурзиев и Элиас Азиев. Все призеры воспитанники 8-й школы Гамурзиевского административного округа Назрань. Ингушский футболист Адам Мархиев сыграет на молодежном чемпионате Европы. В составе сборной Финляндии Ю-21 Адам вышел в финал Мундиаля. Стыковая встреча против сверстников из Норвегии финны выиграли с общим счетом 6-3, что позволило им квалифицироваться на молодежный Евро. Для Мархиева это будет первый крупный международный турнир на уровне сборных. Хавбек станет первым ингушским футболистом, который сыграет на молодежном континентальном первенстве. Чемпионат Европы по футболу 2025 года среди молодежных команд пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии. В турнире примут участие футболисты не старше 22 лет. 16 команд будут разбиты на 4 квартета. Аслан Муталиев – третий лучший игрок сезона Рубин-2 по индексу футбольного портала статистики Рустат. На нем рассчитывается индекс, который учитывает голы, ключевые передачи, процент точности передач, выигранные единоборства, удачная обводка и технико-тактические действия. Аслан провел яркий сезон в стане казанцев и внес огромный вклад в завоевание бронзовых медалей по итогам первенства. Венгер отметился 2 голами и сделал 6 результативных ассистов. Многие подачи и передачи в исполнении Муталиева таили в себе большую угрозу для соперников, но партнеры не всегда доводили удары до забитых мячей. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.